Добрый день, уважаемые гости, односельчане, дорогие ребята! Сегодня мы с вами собрались здесь у нас в Соликенской школе для проведения торжественной церемонии, назначенной для открытия мемориальной доски имени Саймона Валентиновича Исрафилова, героически погибшего, исполняя свой долг перед Родиной. За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, Саймон Валентинович Исрафилов награжден орденом мужества посмертно. Герой не гибнет, умирая. Двойная жизнь ему дана, и эта жизнь его вторая, бессмертной славою полна. Торжественная церемония, посвященная открытию мемориальной доски имени Саймона Валентиновича Исрафилова, объявляется открытой. Слово для выступления предоставляется главе муниципального района Слиман-Стайский район Тамирханову Саиду Мусиновичу. Уважаемые родные и близкие, уважаемые жители селения Соликент, уважаемые участники сегодняшней торжественной линейки. Сегодня мы с вами здесь собрались на торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски, посвященной памяти Саймона Валентиновича Исрафилова. Саймон Валентинович, несмотря на свой юный возраст, это был уже боевой офицер, отличник учебы, отличник спорта. Он отдал свою жизнь за интересы нашей Родины, за светлое будущее для всех нас, здесь присутствующих. Конечно, горько терять таких сыновей и нашего народа, и всей нашей большой Родины России. Это будущее нашего народа. Но, к сожалению, сегодня мы потеряли Саймона Валентиновича. Я еще раз хочу от администрации района, от жителей района еще раз выразить и искренние соболезнования близким семье Саймона Валентиновича. Еще раз поблагодарить их за воспитание такого достойного сына нашей Родины. Конечно, наших ребят, молодых, мы теряем, их уже не вернуть, но сегодняшнее мероприятие, как и другие мероприятия, связанные с увековечением памяти, с открытием мемориальных досок, с присвоением имен улицам, образовательным учреждениям, мы проводим для того, чтобы наше подрастающее поколение знало, помнило о наших героях, о тех людях, которые уже вошли в историю и нашего народа, и нашей страны, чтобы на их примере учились мужеству, патриотизму, тому, что когда Родина требует, Родина просит, они тоже были готовы выйти на защиту ее интересов. Еще раз хочу заверить семью близких Саймона Валентиновича, что мы рядом с вами, мы разделяем горечь вашей утраты, мы всегда готовы быть рядом с вами, оказать вам всю возможную поддержку. Хочу пожелать еще раз нашему подрастающему поколению. Вы теперь ежедневно будете проходить мимо этой мемориальной доски, чтобы вы на примере Саймона Валентиновича стали настоящими патриотами нашей Родины. Хочу пожелать всем нам мирного неба, чтобы специальная военная операция благополучно для нашей страны завершилась,
и все наши воины вернулись к своим семьям. Кюмвибру Аллах Тихура, мат их тидаковле, чуру Аллахар Садон Хазандан Такура. Сегодня день воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов. Сегодня день напоминаний о подвиге и доблести сынов. Слово предоставляется дедушке Саймона Исрафилова и Мирбеку Исрафилову. Заслуживаю чух совол, и меркелало тона участвовать в мероприятии и до амахазачка здесь. Квезни хахортизни чух совол тона участвовать в куколер матихтиколахар садран тахой вирчанар сара. Слово предоставляется учительнице Селикенской школы Усмановой Ларисе Алиплаторне. Исрафилов Саймон родился в семье Исрафиловых. Анжела и Валентин, родители, работали в нашей школе. Родился 6 декабря 2000 году. В 2003 году семья уехала в Сургутский район. И там, в солнечном поселке, закончил школу. Саймон учился в школе и закончил с отличием, золотой медалью. Учился он и принимал активное участие в жизни школы и в различных соревнованиях. Он добился в спорте звания кандидата в мастера спорта. После окончания школы он поступил в том же году, 2018, Московское военное, высшее военное общевойсковое училище. Что хочу сказать, во время учебы и в школе, и в этом заведении высшем учебном, его товарищи его всегда отзывались о нем всегда хорошо. Он был дисциплинированным, воспитанным, жизнерадостным, сначала учеником, затем студентом. Окончил училище в звании лейтенанта. И после окончания в 2022 году с 1 сентября по направлению работал в Калининграде, где опять-таки, как одного из лучшего командира мотострелкового взвода мобилизованных, был направлен в район, зону спецоперации. С ноября по январь был на войне на Украине и погиб 16 января этого года, 2023 года. Погиб и посмертно получил орден мужества. Что хочу сказать, это сегодняшняя мемориальная доска, это как память о том, что была война, что погибали и гибнут люди, что есть человеческое и материнское горе. Я желаю его родителям, Анжеле и Валентину, также дедушке тебе Кулахалу, Шахалу, Цазина Хала. Желаю силы, чтобы пронести память о сыне, о внуке достойно, мужественно, я сказала бы. Рахмет Курай Саймонас, Амабрчанар Сахли. О подвигах стихи слагают, о славе песни создают. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут. Память о Саймоне Валентиновиче Исрафилове объявляется минута молчания. О потерях всегда говорит тяжело и больно, но когда умирают такие молодые ребята, говорит об этом тяжело и больно вдвойне. Сегодня у нас в школе появится мемориальная доска, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о гибели людей, о горе матерей, жен, сестер. Слово предоставляется сестрам
Саймона, Эсмире и Амире Исрафиловым. Мой брат герой. Мой брат герой, надел форму цвета хаки, чтобы защитить свою страну, закончить ту войну проклятую. Мы помним все, что было в 41-м, и не забудем никогда. Теперь живем мы в 2023-м и боремся с фашизмом, как тогда. Победа наша будет, несомненно, не знаю только когда. Лишь болью в сердце отзывается, героям слава, кто погиб вчера. Приходят к дедушке друзья. Приходят к дедушке друзья. Приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я не прошу их каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала, о том, какая там борьба, как в сердце метят пули. Война, вздохнут они, война. А помнишь, как в июле я просто рядышком сижу? Но кажется порой, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. И те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они придут, приедут. Почетное право открыть мемориальную доску Саймону Валентиновичу Исрафилову предоставляется главе муниципального района Саймонстальский район Тимирханову Саиду Мусиновичу и Исрафилову к тебе имею. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Отныне мемориальная доска на нашей школьной стене. Наш герой Саймон каждый день будет нас встречать утром, провожать после уроков. Мы оцениваем всю степень доверия, оказанную нам в нашей школе. И с благодарностью заявляем, что будем прославлять имя нашего Саймона Валентиновича Исрафилова своими достойными свершениями, трудом и хорошей учебой. Торжественная церемония, посвященная открытию мемориальной доски памяти Саймона Валентиновича Исрафилова, объявляется закрытым. Thank you.